Та-дам! Таңғы эфир, түскі эфир. Ой, кирип койсоңор боло. Кичине болсо да так да. Так, 5 киши. Мындай. Атында нежин айтасың? Манайбек Нармырзаев. Салам алейкум. 5 киши эфирде экен. Поделиться алып койсоңуздар. Ага. Азай яблочки. 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 Ну. Алты киши эфирде, да, поделиться этип койсоңуздар. Азыр соц тармактарда Садыр Жапаровдун инисинин кызы сотто иштейт экен деген Тимиров лайфтын эмеси чыгып атат. Ошону да көргөм. Анан азыр бир процессим бар болчу. Ошо Свердловскийге барып ошол процесске катышып келдим. Ошол процесске катышып келип туруп өзүм оюмду айткым келип атат да. Анан ошол оюмду мен азыр айтканда тиги Болот кичине кыргызчасынан жазбай орусчасынан жазып атат. Ошон үчүн мен орусча жооп берейин. Болотко дагы. Анан кийин ошол жерде туура көрүңүздөр. Жаман көрбөңүздөр. Ошол жерде кандай дедим, мен могу секретарь кызды көрүп келдим. Жапарова деген ошону соц тармактар көргөм. Азыр да процесске катышып келдим. Ошол жөнүндө да бир ооз сөзүмдү айтып коеюн. Өзүм мындай пикиримди айтайын да. Бирок орусчасын айтайын, анткени Болот Тимировго ошо жооп болсун да. Болот. Я несколько дней наблюдал в соцсетях твое обращение, как ты писал про Ляззат Темирову. Ну, Бола, ты знаешь, что у меня всегда уважение к тебе было, мы всегда с тобой в хороших отношениях. Ну, я бы попросил бы тебя не вмешивать в политическую игру детей. Я понимаю, что и в твоей части там в политическую игру вмешивать твоих детей, я тоже это понимаю. Но сейчас я был на судебном заседании. У меня было судебное заседание у судьи, и там сидела секретарь судебного заседания. Простой, обычный секретарь судебного заседания. Просто обычный секретарь судебного заседания. Я что-то так начал смотреть. Ну, потом по соцсетям, которые ты фотографии опубликовал, я увидел, я понял, что это именно она вот Жапарова. Но это простой секретарь. Простой секретарь судебного заседания. Она не министр, она не замминистр. Она обычный секретарь судебного заседания. И я бы не сказал бы, что она там выпячивается, там, что на ней одета там все от Пьер Кардена, или там у нее там украшения от Шапарда, или же очки там от Каррера. Я этого не увидел. Я увидел простую девчонку, которая сидела и очень внимательно записывала все, что говорилось в судебном заседании. Вот. Поэтому, Болот, давай оценку президенту, давай оценку работе президента. И вообще многих я просил бы, и я всегда об этом говорил, что надо давать оценку работе, надо давать оценку действиям, те, которые происходят в ходе
его профессиональной деятельности, работы. Но никогда не вмешивайте детей. Я точно так же всегда, когда начиналось касаться меня и начинали туда засовывать моих детей и говорить про моих детей, я всегда говорил: ребята, давайте оценку моим действиям, давайте оценку моей работе, но никогда не лезьте в ту часть, где запретная зона. Семья — это запретная зона. По большому счету, я вот на нее посмотрел сегодня, она, по крайней мере, я не знаю, как она в судебных заседаниях правильно пишет протокола или же правильно дает диспозицию каким-нибудь судебному заседанию, но, по крайней мере, я заметил, просто сидит маленькая худенькая девочка, пишет, ведет протокол, организует судебное заседание, организует простое судебное заседание. И на этом судебном заседании не говорится, что она там имеет такую знаменитую фамилию. Это простой обычный ребенок. Но то, что в Инстаграме, в ТикТоке вот это все вытаскивает там, ну, извините, этим болеет каждый ребенок сейчас. Не то, что ребенок, мы сами этим. Я тоже вот сделал там, приготовил какой-нибудь для своих домашних там, индюка или там еще мясо приготовил, я обязательно это тоже выставляю в сторисы. И что в этом такого? Что в этом такого? Но если ребенку родители смогли там сделать машину или же купить эту машину, я тоже своим детям смог позволить купить машину. И что в этом такого? Неужели этим надо этого ребенка смешивать с профессиональной деятельностью президента? Зачем? Я специально спросил, там вышел, спросил у судьи, говорю: вы знаете, на какой машине ездит? Судья говорит: да я знать не знаю. Говорит: ну, на секретарь приходит, уходит на работу. На какой машине ездит, мне какое дело, говорит судья. Я говорю: спасибо. У секретарей начал спрашивать. Подошел, спросил, говорю: ребята, говорю, вы машину вот этой девушки, то все. Ну, посмотрел я эту машину. Ну, эта машина, я не скажу, что эта машина стоит таких больших денег. Да, там машина где-то, стоит где-то примерно порядка 15-20 тысяч долларов. Ну, если у нее отец там, например, Дюку я знаю хорошо. Он и в Союз, когда у него швейные цеха были, я помню, когда ездил, на швейных цехах он неплохо зарабатывал. И у него очень, и отращивал, у него скотский бизнес был, там они скотину выращивали. Всегда зажиточно жил парень. Ну, это же не такое, чтобы, это же не купили ей там Феррари или Ламборджини. Феррари, Ламборджини же не купили же. Там машина, 70-ка, Toyota Corolla, единственное, Toyota Corolla. Это Camry, Toyota Camry 70-ка. Я так посмотрел, машина не такая уж прям аж ахти-пахти новая. Видно, машина бэушная. А что в этом такого, я что-то понять не могу. Зачем было вот эту вещь делать, я вообще не понять не могу. Вот когда ты делаешь хорошие репортажи например, по вот этим Милан, то-то, вот эти вещи, когда ты делаешь расследования вот эти, я как бы всегда думаю и поддерживаю. Но перегиб здесь именно вмешивая и давая оценку действиям, я это не воспринимаю. Я этого абсолютно не воспринимаю. Почему? Потому что я всегда говорил и говорю. Давайте оценку действиям самого президента. Давайте оценку действиям его работе. Если вмешательство идет семейный бизнес или еще что-то идет вмешательство, скажите об этом, сделайте расследование, скажите об этом. А зачем детей травмировать? Я вот этого понять не могу. Для чего вы травмируете детей? Вообще, извините, конечно, это пускай не будет лестью, там, я не собираюсь там пахту ставить там президенту или еще как-нибудь. Вы знаете, я всегда говорил
И белое белым, черное черным. Но я никогда не говорил и не подхалимажничал. Но вот эти действия, которые именно вот эту девушку прям фотографии показывают, то-то, то-то, вот это показывают, я считаю, это неправильно. Зачем травмировать психику этого ребенка? Да, у каждого есть ребенок, я понимаю, у тебя тоже есть дети, но будь выше этого, Болот. Давай действиям, оценку действиям президента, его работе, его там какие-либо неправильные вещи. Но детей большая просьба, не вмешивай. Зачем? Зачем тебе это надо? Просто не знаю, почему так. Или вы этим решили сделать какое-то шоу. Но это шоу не удалось. Я вот сижу, я же постоянно отслеживаю. Болот, тем более твое мне сразу приходит. Во многих местах ты очень много ошибок допускаешь. А тут, ну, ты свою вину-то тоже должен признавать. Никогда же не бывает просто так. А тут взял и еще мешал этого ребенка. Ну, выступила на конкурсе красоты. Ну, ребенок это ребенок. Ну, выставляет он фотографии с зала суда. Ну и что? Мы тоже адвокаты, выставляем фотографии с залов судов. Мы показываем, что работаем там-то, на этом процессе. Что в этом такого? Я, например, всегда хвалюсь, там, вот это вытащил, вот я в зале суда. Что в этом такого? В этом такого ничего нету. А тут взять и ребенка полоскать, что она вот является, имеет фамилию Джапаров. До такого уровня, Болот, ну зачем ты до такого уровня опускаешься? Ты же никогда не опускался до такого уровня. Ты всегда стоял выше этого. А что с тобой творится? Или же тебе принципиально ты решил прям ввязаться в такую байду, что они тебя выгнали? Ты лично хочешь перевести на это? Но я понимаю тебя, Болот. Я тебе не говорю, что ты не прав. Я не говорю, что ты не прав. Ну, работай, бодайся там, кто тебя выдворил, кто тебе паспорт это. Вот в этой части там с судами решай вопрос. Судьями, которые неправосудные решения вынесли. А зачем впутываешь туда детей? Это равносильно тому, что я бы еще понял бы, если бы ты в твоем этом выступлении, если бы она стала бы Джапарова, она бы стала бы замминистром, или же депутатом, или же там каким-нибудь значимым человеком, или судьей там стала. Это другой был вопрос. А это простой секретарь судебного заседания Свердловского районного суда. Простой секретарь судебного заседания. И за то, что это простой секретарь судебного заседания, и то, что она имеет родственные связи с президентом, то из-за этого надо обсуждать, что ли? Ребята, вот просто пойдите, посмотрите. Обычный простой секретарь. Просто сидит какая-то маленькая серая мышка, пишет. Все секретари тихо сидят, все пишут и все. На ней нету никаких нарядов там от Пьер Карден там или еще что-нибудь. На ней нету там украшений от Шапарда или же Каррера. Просто технический работник, простой технический работник простого районного суда. Ладно, в Верховном даже, ладно, Бог, то в Верховном там начальник отдела хотя бы было. А то простой секретарь суда. Просто секретарь суда. И этого секретаря суда делаете знаменитостью. Нельзя так. Нельзя так, Болот. Это равносильно тому, когда моего сына тоже, моих детей начали вот так вот поносить. Эта машина открывает, да, читает машина. Ну, так нельзя делать. Большое спасибо вам за внимание. Ну, я просто увидел и сказал. До свидания. Давайте.